Якутский телепроект «Отмороженное» стал лучшим репортажем о путешествии по версии телеканала «Моя планета». Выпуск передачи покажут на российском канале. Иностранные студенты СВФУ расскажут о своей культуре. Сколько студентов обучаются в Федеральном университете. В Нерюнгринском районе прошел мастер-класс по проектной деятельности. Кто стал слушателем лекционно-практических занятий. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Выпуск проекта «Отмороженное АБВ» на Батантайском районе Якутии стал победителем национального конкурса «Моя планета» в номинации «Профессиональный видеорепортаж о путешествии». В этом году на соискание премии пришло около 1000 работ. Фото- и видеорепортажи, зарисовки о поездках, советы путешественникам. Самыми популярными направлениями у профессиональных путешественников стали регионы России. Среди видеорепортажей лидировали Волгоградская область и Якутия. Победитель номинации «Репортаж «Отмороженное АБВ» на Батантайском районе» входит в цикл программ, посвященных малочисленным народам Севера, и рассказывает о жизни эвенов. Авторы Екатерина Карпухина и Джулустан Трофимов побывали в самом труднодоступном районе Якутии в марте этого года. Теперь в качестве приза конкурса программу покажут на телеканале «Моя планета». Сегодня Международный день отказа от курения. Табачный дым, в котором более 4000 химических веществ, вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. Готовы ли отказаться от пагубной привычки в Алданском районе, расскажет Татьяна Вахнина. 15-минутного перерыва между парами вполне хватает, чтобы перейти в другую аудиторию и подготовиться к занятию. Однако у многих студентов есть еще одно, не менее важное дело. Часть перерыва они посвящают перекуру. Я считаю, человек курит только из-за того, что ему просто делать нечего. Потому что я это очень замечал, то, что человеку просто делать нечего, почему бы не сходить покурить сигарету. Вот и все. Сначала решил попробовать, затем побаловаться, потом привык. Зависимость от сигареты формируется постепенно. Студенты, как курящие, так и те, кто ведет здоровый образ жизни, считают, что человек начинает курить потому, что не имеет собственной позиции по данному вопросу. Большую роль играет, с какой компанией он связался, с какими людьми он общается. Если человек общается с некурящими, со спортсменами, то и он сам не будет курить. Армией курильщиков придумано немало мифов, которые представляют дымоглотство едва ли не полезным. В учебных заведениях ведется комплексная работа по профилактике курения. Помимо тематических лекций и просветительских акций, с курильщиками проводятся индивидуальные беседы. В основном это когда к медику заходишь, там спрашивают, курите? Многие отрицают это. Те, кто не отрицает, дают советы, бросайте. Год от года сознательных студентов в техникуме становится больше. У многих юношей и девушек сформировано верное отношение к пагубным пристрастиям. Однако тех, кто пугливо озираясь бежит за угол, чтобы сделать затяжку другую, остается немало. Единицы у нас, конечно, есть, которые балуются, не без этого, но в основном я скажу, что костяк ребят у нас, конечно, не курит. В основном мальчики единицы курят. Табачные компании представляют курение как свободный выбор. Эта позиция искажена. Права курящего человека заканчиваются там, где начинаются права окружающих на чистый воздух. Пассивному курильщику сигарета наносит больший урон, нежели самому дымоглоту. Пассивное курение. И даже я где-то читал, то это даже хуже. Курильщик скован узами физической и психологической зависимости. Курить или нет, каждый решает сам. Однако стоит помнить о том, что сигарета – убийца не только курильщика, но и палач будущих поколений. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Туристы, отправившиеся отдохнуть в Иорданию, теперь могут полетать на гирокоптерах над Мертвым морем. Такие экскурсии организует Королевский клуб воздушных видов спорта страны. Подробности в репортаже наших коллег. В небе над Мертвым морем появились странные яркие машины. Благодаря Королевскому клубу воздушных видов спорта Иордании у туристов, отдыхающих на побережье, появился новый способ полюбоваться местными красотами – гирокоптеры. Эти устройства – нечто среднее между вертолетами и планерами. Полет занимает порядка 20 минут и обойдется желающим примерно в $80, около 5000 рублей. Клиенты одобряют.
Я нашел клуб на Facebook и в Instagram. Я в восторге от этой идеи с гирокоптерами, потому что мы всегда смотрим на Мертвое море, пока сами в нем находимся. Мы никогда не видели его сверху, с другого ракурса. Мне все понравилось. Команда относится к нам не как к гостям, а как к друзьям. Тебе комфортно во время поездки. Туристический поток в Иорданию сократился после захвата заложников, и в том числе путешественников, в Караке в 2016-м. Тогда погибли 10 человек. Ответственность на себя взяла запрещенная в ряде стран группировка «Исламское государство». Но власти страны запустили кампанию по привлечению иностранцев. И с каждым годом число гостей королевства только растет. В эти дни в столице Алмазного края провожают в армию призывников. 14 первых бойцов, жителей Мирного, Удачного, Айхала и поселка Чернышевский. Вслед за ними уже 16 ноября отправятся следующие призывники. Всего на службу будут призваны 42 новобранца. Иванна Филиппова с подробностями. Дает вам право для поступления на подготовительные курсы и высшие курсы учебных заведений год на государственной бюджетной основе бесплатно ваша учеба. Для этого вы должны иметь отметку в военном билете, что вам вручена рекомендация. По традиции небольшой инструктаж от военного комиссара. Новобранцы слушают каждое слово, ведь впереди год службы в армии. А пока их ждут в республиканском сборном пункте. Якутские будущие солдаты еще раз пройдут медобследование. Затем их распределят по войсковым частям. Помощи Божией и ангела-хранителя вам в вашем таком нелегком сейчас жизненном пути. Помогай вам Господь. Свое благословение им дал отец Владимир. Со словами напутствия также выступил председатель районного комитета молодежи Алексей Болотин. Новобранцам пожелал достойной службы и вручил брошюры, обложку для военного билета с эмблемой Мирнинского района. Уже известно, где вы будете служить? Ну, я еще сам не знаю. Как я понимаю, может в ядерных войсках, может там это, ну. А куда хочешь сам? Сам хочу какие-то войска специального назначения. В Алмазном регионе призывная кампания началась 8 октября. Как признаются члены комиссии, число новобранцев по сравнению с предыдущими годами уменьшилось. Нынче на службу будут призваны всего 42 человека. Это связано с тем, что согласно новому закону в некоторых районах Крайнего Севера отбор на военную службу будет проводиться только раз в год. А это значит, что на осенний призыв не попали жители Анабарского и Оленёкского улусов. Напомню, молодые люди будут служить ровно 1 год. В день отправки их пришли поддержать родные. Следующая партия призывников отправится уже через 2 дня. Год это не 2 года все-таки. Надеемся, будем ждать. Нужно служить молодым людям? Обязательно. А почему? Обязательно, да, потому что кто нас защищать-то будет тогда? Это первая отправка осеннего призыва. 14 человек из Айхала, Удачного и Чернышевска. Все они прошли медицинское обследование еще в октябре. Следующий пункт – Якутск. Иванна Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Иностранные студенты СВФУ расскажут о своей культуре. В субботу в Кфене в рамках Международного дня студентов организуют фестиваль. Там будут представлены национальные блюда, сувениры, одежда, книги, а также презентации разных стран мира от иностранных студентов. Любой желающий может посетить мероприятие и своими глазами увидеть культурное разнообразие гостей столицы, а также познакомиться с традициями и обычаями других стран. В СВФУ обучаются 280 иностранных студентов по основным образовательным программам и еще 100 студентов по обмену и на подготовительном отделении. У нас очень много мероприятий, но наши самые большие мероприятия это вот в эту субботу. Это называется Нефу-фест. Это все 40 стран. Они все собираются в Кфене на первом этаже, и мы будем показывать свою культуру, свою еду, свой костюм и так далее. Да. И все они могут прийти бесплатно туда с 10 до 3. В Нерюнгринском районе прошел мастер-класс по проектной деятельности. Для кого и для чего проводились лекционно-практические занятия, расскажет Александра Цыбикова.
Мы находимся в Доме культуры поселка Чульман Нюрнгринского района, где сегодня для учеников 10-11 классов проводят мастер-классы по проектам «Промышленные кластеры». Лекционно-практические занятия, введение в основу проектирования бизнес-планов, наглядные мастер-классы сегодня для эрудированных старшеклассников как пропускной билет на старт собственного дела. Мы прибыли сюда с нашим классом и с нашим представителем Светланой Валерьевной. Узнала много интересного по поводу того, что мы оказываемся очень внизу от развивающих стран, но хотим это наверстать. Здесь очень много интересных и толковых идей, которые можно реализовать дальше. Школьники с азартом влились в дискуссию, предлагали свои идеи, составляли стратегические цепочки. Интересные, креативные, а главное реальные пока еще схемы проектов оценивало жюри, в составе которого был представитель компании дочернего предприятия «Газпром». Компания «Газпром Трансганс Томск» всегда поддерживает молодежные движения, то есть всегда участвует. Это перспективное направление. Здесь много параметров, которые будут оцениваться. Главное это то, чтобы они не боялись, участники именно, мыслить стандартно, также нестандартно, то есть решать проблемы, которые будут им ставить. После активных обсуждений школьники посмотрели слайд-шоу на примере уже реализованных проектов. Был сделан особый акцент на развитие в регионах системы промышленных кластеров. На форсирование этого направления сконцентрированы значительные бюджетные ресурсы. Мероприятие о том, чтобы передать людям идею, точнее молодежи идею о возможности и развитии у них идеи о том, чтобы остаться в нашем населенном пункте и районе и создать какие-то промышленные кластеры для развития нашего города и связать его со своей будущей жизнью, а не уехать куда-то далее. Стоит отметить, что участникам промышленных кластеров, включенным в реестр совместных проектов, предоставляются из федерального бюджета субсидии на возмещение обговоренной части затрат. Александра Цыбикова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.